Добрый день, уважаемые члены жюри. Меня зовут Осинская Милана. Я ученица 6 А класса школы номер 27 города Якутск. Позвольте представить вам нашу исследовательскую работу «Происхождение названий дней недели в русском и английском языках». Тема нашего исследования возникла не случайно. Познакомившись с названием дней недели на уроках английского языка, мне стало интересно, откуда появились эти названия в английском и русском языках. Мы определили объект и предмет нашего исследования. В своем исследовании мы продвигаем гипотезу. Устоявшиеся выражения с названиями дней недели отражают национальный характер людей из Британии и России. Цель нашего исследования – установить, что повлияло на происхождение названий дней недели в английском и русском языках. Существует несколько версий происхождения недели. Одну из них можно найти в Библии, согласно Ветхому Завету. Семидневная структура времени была установлена Богом. Иногда место, где возникла идея недели, называют Вавилон, Персию и некоторые другие страны. 7 видимых планет в то время соответствовали 7 дням недели. Это вторая версия происхождения семидневной недели. Существует два способа названия дней недели. Назвать дни недели по порядку их следования, назвать дни недели в соответствии с названиями планет. Наши предки использовали первый путь, а британцы выбрали второй. Английская неделя состоит из 7 дней, так же как и русская. Однако здесь есть путаница. В английском языке неделя начинается с воскресенья, а в русском первый день – это понедельник. Предки британцев поклонялись многочисленным языческим богам, поэтому дни недели были названы в их честь. Также мы изучили предметы, связанные с днями недели. И в их верят и русские, и британцы. Так, например, во многих культурах понедельник считается неудачным днем. Мы говорим «понедельник – день тяжелый», а в английском языке есть выражение «Black Monday», что называют первый день понедельник после отпуска или каникул. Далее мы рассмотрели пословицы и идиомы и выяснили, что 38% употребляемых в речи устойчивых выражений в Великобритании, связанных с днями недели, имеют религиозный смысл. 38% идиом отражают оценочные характеристики человека, 24% идиом отражают реальное отношение к ситуации. Исследовательская работа позволила нам выяснить мотивацию к изучению английского языка, научились работать с текстами. Мы нашли подтверждение нашей гипотезы. Идиомы, пословицы и поговорки, содержащие названия дней недели, отражают черты национального характера британцев и русских. Британцы, по данным нашего исследования, религиозны и наблюдательны, а русские, как это ни парадоксально звучит, с одной стороны суеверны, а с другой реалистичны. Спасибо за внимание.